В регионе заработала система QR-кодов пока только на объектах культуры. Поэтапно до 1 ноября к QR-системе подключат и другие учреждения с массовым посещением людей. Куда теперь не попасть без предоставления 3 главных документов, узнавала Ульяна Шагина. Мне, пожалуйста, один билет. Здравствуйте, предъявите, пожалуйста, ваш QR-код. Теперь в кинотеатр за билетами только при наличии личного QR-кода. Кассир за стеклом проверяет наличие документа. Вместе с ним для подтверждения личности паспорт гражданина. Сегодня первый день обслуживания по QR-кодам. У многих зрителей уже есть и QR-коды, и получившие вакцину. Ну, люди вообще как отнеслись? И люди к этому отнеслись спокойно, потому что понимают, что это все делают для людей. Давайте посмотрим. В Национальной библиотеке республики для считывания QR-кодов читатели установили специальное устройство. Оно считывает штрих-код о вакцинации как с телефона, так и с обычной бумажки. За снижение количества посетителей здесь не переживают. За время пандемии хорошо освоили дистанционную работу. Национальная библиотека за это время достаточно сильно усовершенствовала свою электронную библиотеку. Мы можем обслуживать читателей полностью, пользуясь этим сервисом. У нас есть колл-центр, куда могут наши читатели обратиться. И у нас есть возможность осуществлять доставку книг на дом, используя наш библиомобиль. Помимо сертификата вакцинации можно показать справку о перенесенном ковиде. Оба документа должны быть с QR-кодом, подтвержденным на портале госуслуг. Документы можно носить как на электронных, так и на бумажных носителях. Помимо этого, для подтверждения личности нужно носить с собой паспорт, либо любой другой документ с фотографией. К внедрению QR-системы готовятся и спортивные объекты. С 25 октября родители с детьми без подтвержденного штрих-кода на тренировки не пройдут. Некоторым это не нравится, но к новым реалиям придется привыкать. У меня медотвод, поэтому как я буду без QR-кода ходить? А получить медотвод тоже там свои должны быть какие-то показания определенные. Мне вот, например, некогда пока что ходить. Детские спортучреждения к ограничениям привыкли. Они готовы к любым нововведениям, лишь бы снова на долгое время не уйти на удаленку. Да и понимают, что работа с детьми требует особых мер предосторожности. Сейчас у нас проходят контрольные игры среди наших спортсменов ограниченными командами. За вместо 22 человек в составах участвует по 11 человек с каждой стороны. Ну и, соответственно, выдаем списки ограничения зрителей. У нас присутствует не больше 50 человек, родителей, которые могут следить за играми одновременно, да. Соответственно, держат дистанцию и одевают маски. Третий этап внедрения QR-кодов начнется с 1 ноября и коснется уже учреждений общественного питания, ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск. QR-коды сегодняшнего дня введены и в Ленском районе. Первыми новое правило опробовали учреждения культуры. Теперь библиотеки города и района можно посещать только при предъявлении QR-кода. Сотрудники культуры столкнулись с некоторой проблемой. Они оказались неподготовлены к нововведениям с технической стороны. Но это вопрос времени, считает директор. В связи с пандемией появились и новые услуги для книголюбов. Теперь они могут получить книги с доставкой на дом. Такая практика введена в прошлом году для пожилых и временно немобильных граждан. Читатель может подать заявку по телефону, в сообщении по мессенджеру WhatsApp или через директ в Инстаграме. Мы будем обращаться к учредителю для того, чтобы выделили средства на приобретение необходимой техники и распределим ее по всем библиотекам. Но с сегодняшнего дня действительно мы будем обслуживать наших пользователей в стенах библиотеки при предъявлении сертификата о вакцинации, подтвержденного QR-кодом, полученного на сайте госуслуг. Год назад мы начали акцию «Книга на дом». Она достаточно успешно у нас идет по всему району, но сейчас мы понимаем, что количество читателей, которых мы будем посещать на дому, оно у нас увеличится. В принципе, к этому мы готовы.